Дело предполагаемых участников криминальной группировки «Новотатарские» дошло до суда. Напомним, 7 подозреваемых полицейские задержали в августе этого года. Стражи порядка установили, они силой и угрозами заставляли казанских предпринимателей выплачивать дань. В случае отказа применяли меры и физическую силу, и моральное давление. Сегодня на судебное заседание пришли родственники обвиняемых. Они имели совсем другое мнение насчет уголовного дела. Обо всем по порядку в репортаже Айрата Назипова. Эти кадры сняты в августе прошлого года. Тогда оперативники, вскрыв дверь болгаркой, задержали предполагаемого лидера криминальной группировки. В то же время его участь постигла и еще 6 подозреваемых. Хотя история уголовного дела берет свое начало еще в 2014 году. Сказали, мы новые татарские, нам будете работать, мы будем крышевать, нам надо платить деньги. Я говорю, сколько? 15. Я говорю, больно дорого. Они сказали, если не будешь платить, мы перевернем столы, вообще не дадим работать. По версии обвинения, подозреваемые вышли на предпринимателей, работающих на территории Казанского речного порта, и заставляли платить им деньги за криминальное покровительство. Многие бизнесмены не обращались в правоохранительные органы, опасаясь за свое здоровье и бизнес. Если потерпевший отвечал правомерным отказом, пояснив, что проблем с осуществлением торговой деятельности не имеет, в криминальном покровительстве не нуждается, подсудимые угрожали повреждением имущества потерпевшего, а также причинением телесных повреждений в случае отказа платить им денежные средства. У подозреваемых нашли травматическое оружие со спильными номерами, электрошокеры, кастеты и ножи. У одного из задержанных обнаружили свыше 50 граммов кокаина. Правоохранители возбудили сразу несколько уголовных дел, среди которых вымогательство и незаконный оборот наркотиков. Спустя чуть больше года после задержания дело дошло до суда. Лицо хорошо, а этой камеру надо разбить. На судебное заседание большинство подсудимых пришли в масках и в присутствии видеокамер тщательно скрывали свои лица за папками и пакетами. Похожей тактикой пользовались и родственники обвиняемых. Они считают, что их близкие сами стали жертвами. Отец одного из них заявил, что его сын только открыл торговую точку и не занимался ничем криминальным. Дело сфабриковано. Уже 2-й год длится следствие, то есть ни доказательств никаких нет. И мы считаем, что дело было сфабриковано, чтобы убрать конкурентов. Потому что когда наши дети начали заниматься торговлей, после этого завели уголовное дело. На судебном заседании адвокат одного из обвиняемых запросил отвод судьи. Впрочем, это ходатайство было отклонено. Кроме того, всем подсудимым продлили меру пресечения на полгода. Следующее заседание состоится 7 декабря. Айрат Назипов, Ильнар Хатыпов, вызов 112.